Филиппо Дутерте знаменит тем, что он очень не любит контрабандистов, очень не любит тех, кто пытается уклониться от уплаты налогов, в том числе от уплаты налогов на роскошные автомобили и от уплаты таможенных сборов на ввоз этих самых роскошных автомобилей на Филиппины. Вот посмотрите, это машины, самые дорогие машины, которые за последние несколько недель были изъяты у богатых филиппинцев. И по приказу правительства, по приказу президента, эти автомобили не перепродаются, не отдаются куда-то там на аукционы. Они уничтожаются. Уничтожаются прилюдно на глазах тех людей, которые их везли, на глазах тех людей, которые их купили, и на глазах вот широкой публики, которая может все это снять, выложить потом в интернет для того, чтобы мы с вами в далекой Украине могли бы понять, вот как ведет себя Филиппо Дутерте, насколько он не любит тех людей, которые не платят налоги, настолько их не любит, что вот готов уничтожать на несколько миллионов долларов автомобилей. Это не единичный случай, это не одна какая-то единственная выходка. Вот такие истории происходят с некоторой долей регулярности раз в несколько месяцев. Накапливается какое-то количество автомобилей, которые Филиппо Дутерте или кто-то из его правительства считает необходимым уничтожить, собирают журналистов, собирают представителей общественности, и у них на глазах вот так вот бульдозерами или экскаваторами эти самые дорогущие совершенно автомобили уничтожаются. И каждый год на несколько миллионов, а то и на несколько десятков миллионов долларов дорогих автомобилей, часто еще и дорогие мотоциклы, уничтожаются вот так вот прилюдно, чтобы другим неповадно было. Пока не очень работает, потому что такая практика применяется уже несколько лет, но, как мы видим, и вот это съемки это июньские съемки, то есть совсем недавние. То есть, несмотря на то, что несколько лет уже вот так вот на камеру уничтожаются автомобили, продолжают богачи их возить в надежде где-то схитрить через какие-то схемы